эфире новости, в студии Дарья Короленкова. Здравствуйте. В начале выпуска озвучу основные новости к этому часу. В рамках празднования столетия со дня рождения Гавриила Чиряева в Вилюйском Улусе состоялось открытие обновленного музея в его честь. Глава Якутии Асан Николаев принял участие в мероприятии. Обмен передовым опытом в сфере благоустройства. Делегация из Дальнего Востока посетила горный район Якутии, где ознакомились с успешными практиками сел. Студент СФФО Эл Петров стал обладателем пурпурного берета на первом отраслевом чемпионате по техносферной безопасности в Якутии. В юбилейный год столетия со дня рождения видного государственного деятеля Гавриила Иосифовича Чиряева один из важных мероприятий прошел в Вилюйском Улусе. Так, в родном селе Кеданда глава Якутии, воздавая дань памяти и уважения, возложил цветы к бюсту Гавриилу Чиряеву и принял участие в открытии обновленного музея политического деятеля, 17 лет руководившего обкомом КПСС. На торжественной церемонии открытия музея Асан Николаев подчеркнул значимость увековечивания светлой памяти государственного деятеля. Гавриилу Иосифовичу было присуще стратегическое, истинно государственное мышление. В жестких условиях партийного управления он выходил далеко за отведенные пределы ответственности, ставил вопросы республики напрямую перед высшим руководством страны. Он расширил рамки советских пятилеток, впервые поставив во главу угла комплексное развитие производительных сил. Даже в масштабах всего Советского Союза это было колоссальное большое новаторство. Полная готовность. В Якутии завершается подготовка к весеннему паводковому сезону. Предварительная подготовка к нему началась с декабря прошлого года. По республике прошли командно-штабные учения по чрезвычайным ситуациям. Всего в республике будет задействовано более 17 тысяч сотрудников и специалистов группировок системы РСЧС и около 500 единиц техники. В наблюдении за повышением уровня воды будут задействованы камеры беспилотной авиационной системы и снимки со спутника. Дополнительно будет развернуто 87 пунктов временного размещения, в том числе 120 для скота. Сегодня завершающий этап идет. До конца апреля должны завершиться все превентивные мероприятия по ослаблению прочности льда на реках республики. Это и на основной реке Лена, Амга, Алдан. В рамках данных мероприятий проводили акценты на фактическое развертывание пункта временного размещения, акценты на его комплектность. Это и кровати, это и предметы первой это необходимости, продукты питания, питьевая вода, связь, резервные источники питания. С сегодняшнего дня официально закрыто движение по зимним ледовым переправам между Нижним Бестяхом и Якутском. Проезд по ним запрещен для всех видов транспорта. На берегу со стороны Нижнего Бестяха начали дежурить сотрудники КИМС, МЧС и представители районной администрации. Для предотвращения выезда автомобилей на лед дорогу засыпали песком. Пассажирские перевозки по маршруту Нижний Бестях-Якутск осуществляют суда на воздушной подушке с 7 утра до 19:00. Стоимость проезда 2500 рублей. За несанкционированный выезд на лед грозит административный штраф. Напоминаем, что ответственность за нарушение, то есть несанкционированный выезд на лед, для граждан составляет штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Для должностных лиц штраф будет составлять до 50 тысяч рублей и для юридических лиц до 1 миллиона рублей. Кроме того, существует вероятность привлечения к уголовной ответственности, если водители будут перевозить пассажиров. Холдинговая компания «Якутуголь» – одно из крупнейших угледобывающих предприятий Дальнего Востока. В состав компании входят разрезы, расположенные в городе Нерюнгри, поселках Кангаласы и Джибери-Кихая. Узнать, как работает месторождение в Джибери-Кихая, отправилась Даяна Федорова. Она и расскажет подробности. На протяжении многих лет месторождение Джибери-Кихая является основной территорией добычи каменного угля. До 2017 года работы производились под землей, в шахте, а затем предприятие перешло на открытый способ добычи угля. Только в прошлом году 265 тысяч тонн угля добыто. Это на 16% больше, чем в позапрошлом году.
Сотрудники разреза добывают уголь 24/7. Днем и ночью работают экскаваторы, погрузчики, самосвалы и БелАЗ. Последний весит около 40 тонн, а загружает в себя 55 тонн угля. Водителем махины является Роман Ионин. Он родом из Хакасии. На предприятии работает вот уже 6 лет. Мне нравится, мне эта работа затянула. Я с 2005 года работаю на БелАЗе. В принципе, 20 лет стажа. Мне, моя это все, как говорится, стихия. Вот и все. Из-за климатических условий Якутии основную массу населения поселка составляют люди, проживающие и работающие десятилетиями. Представители семьи Черниковых работают в Джибарике Хая вот уже 163 года. Вячеслав Черников работает на угольном разрезе 14 лет. Его династия началась с деда, который работал на шахте. Дед работал на этом предприятии. Отец с 16 лет в кузницу устроился, работал здесь. Ну и потом уже, соответственно, дядька, отцовский брат, работал здесь на шахте помощником Акшейдера. Ну и мы, соответственно, как выросли, здесь поддерживаем. А так нас 6 братьев на данный момент работает. Помимо тех, кто работает десятилетиями, приезжают и вахтовики из разных регионов страны. Каменный уголь доставляется в 12 районов Якутии. Горняки выполняют госзаказ в рамках северного завоза, который позволяет обеспечить необходимым топливом труднодоступные районы республики. Работаем непосредственно на открытых горных работах. Перешли мы на них в 2016 году. Данный способ разработки гораздо безопаснее. Сотрудники разреза создали ремонтную базу для поддержания в рабочем состоянии горно-транспортного оборудования. Всего в предприятии трудятся 205 человек. В этом году в планах у тампонских горняков увеличить объем добычи угля до 290 тысяч тонн. Даяна Федорова, Виктор Дьячковский, Джибарики Хая, Тампонский район. В эти дни в Якутске состоялся семинар, посвященный развитию и благоустройству городов и сел Дальневосточного региона. В рамках этого мероприятия сегодня делегация из 40 человек, представляющая Читу, Бурятию, Хабаровский и Приморские края, посетила горный район Якутии. Целью визита стал обмен опытом в сфере городского и сельского благоустройства. В первой половине дня делегаты побывали в селе Магарас, где знакомились с местными практиками. Затем участники отправились в районный центр Бердигистя, где посетили ключевые достопримечательности. Площадь Победы, сквер Эе и мини-парк народных писателей братьев Даниловых. Перед отъездом делегация поделилась своими впечатлениями от увиденного. Мы обменивались опытом, еще раз повторюсь, находили какие-то, скажем так, фишки, да, где можно у кого-то взаимствовать. Поэтому я считаю, что такие семинары очень полезны. В вашей республике вот именно уклон идет на молодежь. И ваша молодежь никуда не уезжает, она остается в вашем крае. Да? И это, наверное, самое главное, то, что меня впечатлило, потому что все для молодежи у вас. У вас есть такие центры, где сами проводят молодежь. Да? У вас и мода развивается, и фильмы вы создаете. Ну, вообще, если честно, очень интересно. Вот то, что молодежь, это вот очень радует. Он ушел на фронт в 20 лет и прошел всю войну, но никогда не рассказывал о своих подвигах. Конец его военной службы был омрачен тяжелыми воспоминаниями, о которых он предпочитал молчать. Смотрите в нашем сюжете удивительную историю о том, как поисковикам удалось восстановить фронтовой путь солдата и вернуть ему заслуженное признание. Если бы случайно зашедшая соседка случайно не увидела фотографии военных лет и стопку бережно хранимых президентских поздравлений с Днем Победы, никто так и не узнал бы, что их сосед Николай Андреевич Шевченко, как все говорили, дед Шевчен, всю жизнь проработавший в дорожном предприятии, фронтовик и ветеран Великой Отечественной. Я же говорю, я партизанил, понимаете. Взрывали, немцев стреляли. Вот, а и после этого, как только местную освободили, нас сразу в армию. Пройдя нелегкими солдатскими дорогами, в 1945 году он был незаконно осужден и отправлен на Колыму. Все документы были утеряны. Попытки родственников восстановить документы успехом не увенчались.
2,5 года работавшая тогда директором Краеведческого музея Уснеры председатель Совета ветеранов Светлана Анатольевна Закусила писала запросы в разные инстанции и архивы, пытаясь найти хоть какой-то след солдата. Работа проделана огромная. На все наши запросы отовсюду приходил ответ. Сведений нет. Но оставить дело на полпути уже не могла. Снова писала по всем архивам. И, конечно, мне помогли. В одном из ответов посоветовали обратиться в архив Федеральной службы охраны Российской Федерации. И нам помогли. Невозможно передать словами ту благодарную радость, когда мы поняли, что получили долгожданный результат. Спасибо всем. Огромное спасибо хочу выразить отдельно Захарову Михаилу Михайловичу. Когда бы к нему не обратился, он всегда помогал всем, что мог. И только в канун 70-летия Великой Победы, благодаря неравнодушным людям, Николай Андреевич Шевченко получил официальный статус ветерана. Ему торжественно вручили удостоверение, а с ним и право на все положенные выплаты и льготы. Он ушел из жизни 4 года назад, на 96-м году жизни. Но для аймиконцев навсегда остался солдатом, подарившим стране мирное небо. И волонтеры с гордостью понесут его портрет в рядах бессмертного полка. Светлана Поцелуева, Андрей Неустроев, Уснера. Сегодня в Верхневилюйском техникуме прошел первый отраслевой чемпионат по техносферной безопасности «Доблесть и честь». В соревнованиях приняли участие пожарные, спасатели, а также студенты СПО и СФФУ, обучающиеся по направлению техносферная безопасность. Участники состязались в функциональном силовом многоборье с элементами аварийно-спасательных работ, а также проходили квалификационные испытания на право ношения пурпурного берета и знака «Доблесть и честь». Победу в командном зачете одержала МЧС России по республике. Почетное звание обладателя пурпурного берета и знака «Доблесть и честь» завоевал студент 3-го курса СФФУ Аял Петров. На этом чемпионате и основной целью является это профориентация для будущих специалистов, для студентов, да, чтобы они уже определились конкретно свое направление, ну и также как бы будущее свое трудоустройство. Для категории специалистов это же, конечно, показать свои навыки и умения для будущего подрастающего поколения, да, показать свой опыт работы, свои достижения профессиональные. К этому часу это вся актуальная информация. Наши корреспонденты следят за развитием событий. Всего доброго и до встречи.